В сельских поселениях Бердюрт и Чемульга сегодня торжественно открыли дома культуры. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура». В новых ДК предусмотрены зрительные залы на 200 мест, мастерские для работы кружков и библиотеки. В этих селениях это первые центры культуры, где жители смогут проводить свой досуг и массовые мероприятия. В церемонии открытия объектов принял участие глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Наши корреспонденты Светлана Томова и Зелимхан Калоев расскажут подробнее. Залина Мержоева с детства увлекается рукоделием. Научиться большему хотелось всегда, но в родном селе не было такой возможности. Поэтому девочке несколько раз в неделю приходилось ездить в Нестеровскую, чтобы подкрепить свои знания и умения в любимом деле. С открытием этого нового дворца культуры Залина сможет вдоволь проводить здесь время и выезжать больше никуда не придется. Здесь есть разные кружки, хореография, танцевальные, всякое разное. Поздравлять сельчан с новосельем приехал и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Выступая перед собравшимися, глава региона выразил уверенность в том, что это будет любимым местом для молодежи и старшего поколения Бердюрта. Оно должно объединять всех нас, подчеркнул Махмуд Али Макшарипович. А наши дети должны быть всесторонне развиты, и мы для этого должны приложить все усилия. У нас дети-то, им надо куда-то прийти, объединяет это, чтобы они учились музыке, чтобы они читали книги. Мы остальное все даем в семье, все даем. Но еще они должны всесторонне развиты быть. Они должны всесторонне развиты и понимать, что мир огромен. Он не только в селе, не только в республике нашей. Он еще за пределами и очень огромный. Я вас искренне поздравляю. В торжественной обстановке Махмуд Али Калиматов и жители села дали старт культурному центру. Далее глава региона осмотрел здание. В новом дворце культуры созданы все необходимые условия. Большой просторный актовый зал на 200 человек, кабинет хореографии и изобразительного искусства, библиотека. И все это будет доступно для всех желающих посещать различные творческие кружки. Делается это в первую очередь для подрастающего поколения. Сами местные жители не перестают радоваться и благодарить власти за красивый и необходимый для всех культурный центр. Душа радуется, в любом случае процветает наше село. Мы очень рады тому, что нам открыли. Мы ждали более 20 лет тому, чтобы открыли нам Дом культуры. Очень даже значимо. Для наших детей это очень тяжело было. Надо было выезжать в сельское поселение Нестеровка, так как у нас не было ни кружков, ни места, куда ходить. У нас появились места рабочие, теперь людям недалеко. Естественно, набираем людей с села. Очень много есть талантливых, которые могут преподавать, учить детей. Магомед Матиев приехал на открытие Дома культуры по приглашению своего друга из Карелии. Там он работает председателем Карельской республиканской общественной организации Общества вайнахской культуры. По словам Магомеда, он очень удивлен увиденным. Несмотря на то, что в селении проживает чуть более 700 человек, власти региона построили такой добротный культурный объект. Я удивлен, в таком отдаленном поселке в Ингушетии построили Дом культуры. Я рад. Это все для детей, для людей, для будущего нашего. Это прекрасный Дом культуры. Как отмечает в Рио министра культуры, на таких объектах важно создать все необходимые условия для развития детей. Отрадно то, что люди понимают и люди радуются настолько, насколько это важно сегодня. Дело в том, что это вот такие вот места, они дают людям возможность именно
создать вот такую вот некую атмосферу свою. Ведь мы же живем среди людей, правильно? Поэтому сегодня есть прекрасная возможность у подрастающего поколения как-то реализовать себя. Жители села уверены, что в новом здании будут проводить немало знаменательных мероприятий, и сегодняшнее событие войдет в историю их родного поселения. А я передаю слово своему коллеге Зелимхану Калоеву, который находится на открытии еще одного дома культуры, но уже в сельском поселении Чемульга. Спасибо, Светлана. Занавес открыт. Культурный объект, где отныне будут проходить все самые массовые мероприятия села, распахнул свои двери. Долгожданный первый дом культуры за всю историю села стал самым приятным подарком для всех жителей сельского поселения Чемульга. Особенно для самых маленьких. Пение, танцы, бисероплетение. Теперь у ребят появилась возможность развивать свои таланты и заниматься любимым делом. ДК только открыли, а в кружке ИЗО уже кипит красочная жизнь. Ясмина Амриева от любимого дела не отрывается даже во время интервью. Я рисую лебни, я уже научилась рисовать. Нравится тебе этот кружок? Да, мне очень нравится этот кружок. А тем временем юные джигиты шлифуют свои знания в танцах, хореографии. Еще один кружок, который доступен для местных детишек. Всего за пару дней они научились многому. Ковырялки, ход обычный. А еще? Общекавказский ход. Тебе нравится танцевать? Очень нравится. Хотя иногда стесняюсь, но все равно нравится. На торжественной церемонии открытия собрались все местные жители. Остаться в стороне от всеобщего праздника не мог и глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов поздравил сельчан с новым очагом культуры, отметив, что это только начало больших перемен. Невозможно даже думать было там 15-20 лет назад, что где-нибудь в селе, да, может построить вот такой прекрасный дом культуры. Библиотека здесь есть, музыка. И эти проявления для детей, они самые важные, потому что уже мы вот открываем за эти 2 недели третий дом культуры. И знаете, сколько у нас школ строится. И было построено. Сейчас еще будут строиться. Детские сады будут строиться. Надо, чтобы население оставалось, молодежь в селе. А дальше кульминация, перерезание красной ленточки. Старт дан. Глава Ингушетии осмотрел ДК и оценил его возможности. В Доме культуры отныне будет функционировать своя библиотека, в которой собрана научная литература, детская, классика, и это не все. В ДК предусмотренный концертный зал на 200 мест, оснащенный современным световым и звуковым оборудованием, артистическое помещение для сотрудников, вокальный кружок, актерский класс. Это далеко не полный список того, что есть в новом Доме культуры. Здесь созданы все условия для досуга сельчан и развития талантливой молодежи. Дети записывались сюда еще задолго до открытия. Каждый день интересовались, когда откроется, записывались, приходили сюда. Да, почти вся школа здесь бывала, каждый день. Условия у нас, честно скажу, самые хорошие, самые лучшие. Мы очень довольны. Дети тоже очень довольны, счастливые. На данный момент у нас функционирует кружок хореографический, есть очень хороший специалист. Также у нас есть ДПИ, декоративно-провидное искусство, и кружок ИЗО. Для Алхазура Акиева, живущего в Чемульге с самого рождения, сегодняшний день особо важен. Всего пару лет назад о культурном центре в родном селе даже не мечтал. Правда, сейчас с удовольствием записал своих детей на различные кружки. 6 детей, слава Аллаху. 2 сына, 4 дочки. 2 учатся в институте, 1 в армии, и 2 здесь. Одна тоже хотела. Стану артистом, заниматься буду, учиться буду, пением. Ну, возможности не было, сейчас, слава Аллаху, возможность есть. Дома культуры в каждый отдаленный уголок республики. Чемульга – село, в котором проживает более 1000 человек. Всего 70 домов. Из-за отсутствия современных условий многие стали покидать свои жилища. Правда, сейчас все иначе. В то время мы, конечно, об этом и мечтать не могли. О таких условиях, да, то есть сегодня мы видим, что это стало явью, что Дом культуры сегодня есть. В действительности это для нас на самом деле огромный подарок для жителей села. И в будущем, я думаю, я уверен, что это будет хорошее подспорье для культурного обогащения
сельского поселения. Естественно, дополнительные рабочие места. Это, значит, люди, как вы все знаете, да, в селах стандартная ситуация, во всех селах практически республики. То есть это нехватка рабочих мест. Это мало людей у нас сегодня трудоустроено. Это, естественно, дополнительные рабочие места. Новый социальный объект построен в рамках реализации национального проекта «Культура». Уже совсем скоро свои двери распахнут еще 3. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.